Каждый день миллионы казахстанцев покупают продукцию бренда «Натиже», даже не задумываясь, какая экосистема стоит за обычной пачкой кефира или молока. Сегодня мы приехали в Караганду, чтобы без шаблонов показать изнутри молочную империю «Натиже» и поговорить с ее основателем Ерланом Ашим. Это не просто разговор о миллионах кредитах и производстве. Это интервью о том, как большой бизнес сохраняет национальный код, зачем промышленнику издавать книги на казахском языке и чем на самом деле измеряется настоящий результат. Будет честно и очень интересно. Поехали! Енді міне, көріп тұрғандарыңыздай, мына жаңа цех, бұны 2011 жылы іске қостық. Мына артымызда тұрған құрал жабдықтардың бәрі швед компаниясы Тетрапак өндірген. Бұл әлемдегі ең сүт құрал жабдықтарын шығаратын ең үздік компанияның бірі. Қазір осымен сүт өнімдерін шығаруды жалғастырып жатырмыз. Бұның да іске қосылғанына міне 15 жыл өтті. Енді ары қарай тағы да өндірісті ұлғайту үшін бізді бұны жаңарту, қуаттылығы жоғары құрал жабдықтар орнату біздің жоспарымызда бар. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде бүкіл жуу процесі, технология процесс барлығы автоматтандырылған. Операторлар толық басқару панелі арқылы сенсор экранда жұмыс жасайды. Жабық режимде жуылады. Бүкіл линиялардың бәрі, танкылардың түгелі жабық режимде жуылады. Содан кейін лаборанттар тексереді тазалығын. Соның нәтижесі бойынша ары қарай ауысым шебері шешім қабылдайды. Это наш молочный магазин. Здесь представлен весь наш ассортимент по заводским ценам. Мы специально это сделали для наших жителей, чтобы они могли прийти. И вот здесь вот вы видите, вот это наш кефир-протеин. Мы его запустили еще 15 лет назад, до того, как это стало трендом. Здесь на упаковке 36 грамм белка. Обычно в обычном кефире там около 20 грамм белка. Дальше это наши ноу-хау, наши готовые завтраки. Из овсяной крупы они сделаны. Со вкусом чиа, со вкусом банана есть. Чем они отличаются от обычного завтрака? Здесь мы добавили бифидобактерии. Каждое утро мы ездим на рынок, чтобы закупить бананы. Семена чиа мы заказываем из Европы. Алишер, вот скажите, пожалуйста, как выстроить репутацию бренда так, чтобы рука карагандинца или астанчанина тянулась именно к продукту «Натиже»? Это годы работы, то есть человек обычно доверяет компании, которая уже столько лет держит марку, держит качество. Так как мы работаем с 99-го года, люди нам в Караганде точно уже доверяют. «Натиже» — это не просто цеха, который мы сейчас туда посмотрели, это целая экосистема. И при этом вы работаете с мелкими фермерами, вы, получается, у них покупаете молоко. Вот как обеспечить вот эту вот непрерывную работу и сделать так, чтобы все это время фермеры с вами долгий срок сотрудничали? С фермерами мы начали работать со дня открытия завода, это 15 января 2003 года. Да, они были тогда, очень мелкие. Работа с ними была очень интересна, их обучать гигиене, чистоте, технологии доения коров. В те времена я сам был и директором, и владельцем, директором, плюс заводов, плюс директором заготовки тоже. И вот я целые дни, начиная с 4-5 утра, с момента начала дойки, бывал у них в сараях, ходил, обсуждал с ними, выстраивал взаимоотношения, говорил им про ответственность нашу перед покупателем, что от чистоты дойки, вот здесь качество продукта «Натиже», который попадает на стол, начинается вот здесь у вас в сарае. То есть это, скажем так, воспитательная, что ли, работа, да, по технологии, чистота ведер, дойки, рук. И у нас получилось взаимоотношения построить. Несколько районов Карагандинской области, этих административных районов, где мы принимали молоко, мы очень неплохо работали. Дальше мы старались их развивать. Ну и когда наступил период, где-то, наверное, с года 2010-го, что население переезжает с аулов, молодежь особенно этим не хочет заниматься. Доением коров — это трудоемкий процесс, конечно, очень рано вставать. И мы начали учить их объединяться, то есть создавать кооперативы, сельхозкооперативы.
Мы начали помогать им получать кредиты, мы начали сами выдавать кредиты, мы начали учить их машинному доению. То есть в Турции покупали аппараты для дойки 2 коров, такие мобильные аппараты на колесиках, фляга. То есть мы обеспечивали этим, во-первых, гигиену. В первую очередь, что нам важно, чтобы даже воздух в этом сарае, чтобы даже частички этого воздуха, которого аммиак, там, аммоний, газы, мы понимаем, да, чтобы они не попадали в молоко. То есть молоко, как вот стерильное вышло с вымени коровы, максимально таким должно остаться, пока мы не приняли его на заводе здесь у себя. Покупали эти аппараты, им в долг отдавали на полгода, на год, там они потихоньку потом рассчитывались. И вот 90% молока, который к нам поступает от маленьких фермерских хозяйств, не хочется их мелкими называть, они с машинным доением. И они научились, во-первых, технологии, а во-вторых, их труд облегчить, чтобы не вот так вот сидели, а включили машину, нажали кнопку, и все. 4 минуты 2 коровы выдоили. Вот, наверное, благодаря вот такого выстраиванию такого рода отношений, наверное, поэтому вот лояльность их к нам, наша к ним. Мы по сей день работаем. А сколько было хозяйств в начале и сколько сейчас? В начале порядка 3000 хозяйств, где мы принимали молоко. А сейчас мы, те, кто вот такие вот умеют мыслить, да, прислушивались к нам, умеют мыслить насчет развития, масштабирования, вот их начали развивать, и те, которые когда-то имели 2, 5, 10 коров, сейчас 60, 80, 100 коров, вот в такие мы превратили все. Те, кто перестали, они перестали, это, скажем так, естественный отрицательный рост, да, как мы это скажем. И из 2500 на сегодняшний день где-то около 1000, но зато они дают молока больше, чем раньше эти 2500 давали. Да. Бизнес вашего масштаба часто встает перед выбором забирать прибыль себе или реинвестировать, да, в те же, допустим, холодильное оборудование. А вот как в такие моменты помогает именно поддержка вот со стороны даже той же АКК? Ну, сразу скажу, во-первых, прибыли нашего предприятия все остаются здесь, в Казахстане. Мы налоги платим в местный бюджет, областной бюджет, республиканский бюджет, и сама прибыль тоже здесь остается. Дальше скажу. У нас не принято, чтобы акционер там всю прибыль, даже половину ее забирал, она вся вкладывается. И только благодаря этому, начиная с 2003 года, начиная с первого завода, мы вот развиваемся. Первые дни мы принимали порядка 3 тонн молока каждый день. Любой завод, вообще молочный мощность считается от того, сколько в день молока принимает. Это 3 тонны, это было то, что нам было посильно, скажем так. Это те времена, когда я по сараям там ходил. Потом дальше больше, 10, 15, 20. На сегодняшний день 2 завода наши заходят около 90 тонн молока каждый день. Вот, допустим, с тех денег, которые вы нам выделили, кстати, мы очень благодарны, они ушли на покупку только одного агрегата. Этот агрегат только фасует молочные продукты. Только он не технологичный, он не перерабатывает молоко, все, он только фасует. Но он итальянский, соответственно, очень дорогой. И он обошелся практически нам в годовую прибыль предприятия. Дорогие это вещи. Вообще молочное оборудование. Сколько оборудования это стоит, если не секрет? 742 тысячи евро. Потом его доставить, установить, запустить. Все это вот накладывается, конечно. Из всего этого складывается потом себестоимость молока. Иногда задают вопрос, на ТЖ дорогой. Да, понимаю. Ну, во-первых, мы берем молоко дорогое, потому что качество продукта в первую очередь, само собой, зависит от того, какое молоко мы берем. Во-вторых, очень много у нас средств, денег уходит на вот этот вот сбор молока, проверку этого молока, обучение фермеров. Во-вторых, мы инвестируем в оборудование. Оборудование у нас Европа, лучшие мировые производители, потому что даже от качества металла, из чего сделано это оборудование, зависит это вот качество. И в первую очередь безопасность продуктов. Молочка – это в первую очередь, конечно, безопасность. Дороговизна этим объясняется. Дорогое сырье, дорогое оборудование, дорогие ингредиенты. И кроме молока там же есть еще ингредиенты. Да даже это картонная коробка. Мы ее берем только с финской бумаги. Все, остальное все не признаем.
Есть разные производители в мире. Вообще, финская бумага, финский картон. Мгм. Это обязательно у нас условие. Когда мы зашли к вам в офис, вы нас встретили разнообразной продукцией, да, вашей. И я вижу, что линейка ваша расширилась. Помимо молочной, у вас еще и есть печенье. Ваши знаменитые курабье. Да, есть такое. Расскажите, вот как вы перешли как бы от там, молочного бизнеса к кондитерским изделиям? Этот самый переход. Да, интересная история. Завод в Караганде, который мы развиваем, увеличиваем. Потом решили производить сыры. В 2014 году это решение пришло. В 2015 купили здание и начали делать небольшой завод в Кокшетау для сыра. Почему Кокшетау? Потому что Кокшетау изначально, исторически давно уже славится молоком, которое называется сыропригодное. Есть такая характеристика молока. Оно больше подходит к сыру. Там белка больше, где-то что-то там. И мы там сделали этот завод. Потом дальше... где-то какие деньги зарабатывается, что-то есть, и надо вкладывать. Потом мы пошли путем организации маленьких производств, таких вот десертные группы, ручная хендмейд работа. Мы производим сыры бри, сыры буррата. Есть такое меню у нас производства. Есть еще одно мини-производство, где мы производим то, что я вам говорил до этого, эти завтраки, греческий йогурт. Все, но это красиво, хендмейд, очень-очень качественно. Для этого мы покупали германское оборудование специальное. Хочется во что-то вложиться более серьезное. А молочный, вроде бы напрашивается еще один молочный завод где-то на юге, на востоке, где вот молоко есть, да? Это так сложно. Вообще молочное производство очень сложно. Поэтому я подумал, почему только молоко? Никто же нас не обязывает. Но идея, фишка, вот переработка сельхозсырья, это сидит. А что такое сельхозсырье? Это же не только молоко. Это в том числе зерно и дальше мука. Поэтому мы придумали производство, которое связано с мукой. И начали этот проект печенье, курабье. Все знают вас как промышленника, да? Но при этом вы создали свое издательство «Касымкітап». Вот в век соцсетей издательство это больше звучит как какая-то социальная миссия. Как вообще вы пришли к тому, чтобы еще и издавать книги? Я свято верю в то, что чтение формирует человека, его ценности, его организаторские способности, его творческое мышление. Свято в это верю. Получается, издавая книги, я заряжаюсь энергией, становлюсь счастливым, и, само собой, потом еще лучше работаю на молоке и на печенье. В чем истинный натиже результат вашей жизни? Обычно на предпринимателей смотрят как на людей, которые делают деньги, да, и что они для этого созданы. Тоже, в принципе, неплохо. Мы от этого далеки. Нашим предпринимательством, в нашей работе главное, знаете, нас радует и делает счастливым то, что наш бизнес, наш продукт, наша деятельность приносит радость десяткам тысяч людей. За 25 лет работы аграрная кредитная корпорация поддержала тысячи уникальных проектов по всему Казахстану. От небольших семейных ферм до вот таких технологичных гигантов. И мы хотим показать их вам. Пишите в комментариях, на какое производство или предприятие вы хотите, чтобы приехала наша съемочная команда. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.